мне Бог дал инвалидность по жизни. Я стал ценить жизнь, у меня нет теперь инвалидности, и я могу любому человеку рассказать, как можно быть здоровым. В смысле, это дано было для того, чтобы я потом человеку рассказал другому. Дальше. Я родился в бедной семье, для того, чтобы потом рассказать людям, как можно что? Быть богатым. Вот в этом фишка. То есть я в жизни получил множество определенных испытаний для того, чтобы потом людям рассказать, что на самом деле жизнь не на что прекрасная. У меня вот здесь вот 2 шрама, вот здесь 2 шрама, здесь 11. Здесь, вот шрам, 7 миллиметров для сонной артерии не хватило. Здесь палец не сгибается. Вот. Здесь пластина железная стоит. Вот. Ну и множество в жизни чего было вот, разного. Кредиты, трудности, проблемы, женщины. Ну, у вас тоже было, да? Я о чем говорю? Это все дано для того, чтобы ты прошел этот путь, переосмыслил этот путь, стал более глубоким, более богатым внутри. И речь-то не о деньгах. И жил, и радовался, и ценил жизнь. И помогал другим людям потом выйти из того болота, в котором они находятся. Поэтому я вот благодарю за все это, но хотя я никому из вас бы не пожелал это пройти. Ну, зачем? Можно на самом деле сегодня профилактировать болезнь, профилактировать бедность. То есть каждый из нас может что сегодня делать? Понимаете, друзья? Каждый из нас может быть не дураком. Кто такой дурак? Это умный. То есть дурак равно умному. Умный все знает, ничего не делает. Ну, понимаете, кто такой умный? То есть умный, он, понимаете, от него воняет. Чем? Наука. Что вы мне рассказываете, да я вот это, да ну. А посмотришь, вот я без шуток. Вот давайте разберем несколько умных категорий. Берем профессора, он умный. Есть мудрый профессор, есть умный. Я сейчас расскажу, в чем разница. И вот профессор, ему 52 года, и он рассказывает о здоровье. Вот он пришел в аудиторию, он рассказывает о здоровье. Ему всего 52 года. Вам, чтобы быть здоровым, надо правильно питаться. Вы должны жить правильно. Ну, то есть профессор 52 года. Вот такой кривой, вот такой толстый. И вот такого профессора учиться нельзя. Это умный профессор. Но не мудрый профессор. Дальше. Не, вы не обижайтесь, друзья. Я не 5000 рублей, чтобы всем нравится. Учитель финансов. Я вот как понял, тут, наверное, преподают что-то. Он преподает науку, как деньгами управлять, как финансами. Какая у него зарплата? Мизерная. Как он может вообще учить деньгам, друзья? Вы бойтесь таких учителей. Вы логически подумайте, о каких деньгах он может говорить, если у него денег-то нет. Берем религию. Муфтия, ну, неважно, любой деятель, который религиозный, да? Ребята, нужно соблюдать пост. Сам вот такой. Вы понимаете, о чем я говорю? Но я хочу обучаться у того человека, который говорит, надо соблюдать пост. Но он какой? Надо деньгами правильно управлять. А у него сколько денег? Нет. Вот, понимаете, о чем я говорю? То есть учитесь у кого? Не у умных, а у мудрых. Так вот, дурак равен умному, а умный дураку. И когда мы начнем вот понимать, да, друзья, это, то мы будем с вами, конечно, кем? Мудрыми. То есть мы будем не болеть, мы будем профилактировать болезнь. Мы будем
не беднеть, мы будем профилактировать утечку в кошельке. И вот я вам показал, что в свое время мне наставники стали передавать информацию. Вот здесь 25 лет, вот здесь 30 лет. Ужас? Кто там такое сказал? Нормальный парень. Просто родился в городе Урановом, да нефтеперерабатывающем. Плюс у нас медицина не профилактическая, а какая? Залечи, добей, замучи. Вот здесь мне 34 года. Но самое главное, вы должны понять, не все врачи плохие, не все религиозные деятели плохие, не все, понимаете, профессора плохие. Вот о чем я хочу сказать. Тот, кто соответствует, он что? Самый лучший. Здесь 34, то есть, видите, уставший, много проблемных. То вот я сейчас более суток не спал. Теперь смотрите, вот здесь 35,5. Но со временем я начинаю применять знания. Со временем я начинаю более правильно питаться, правильно мыслить, делать зарядку. Вот я был дураком, знаете почему? Я на тренинги ходил, но я не слышал. Я сидел, слушал, но не слышал. Я смотрел, но не увидел. В смысле, мне говорили, что делать, но я что? Был дурак равно умный. Либо умный равно дурак. И что в итоге-то произошло? Вот мне 35,5. Вот. А сейчас мне будет 1 мая 38. Есть разница? Да. И вспомните, где мне было 25. Я не опухший, у меня все подтянулось, у меня лишнего ничего нет, я себя чувствую прекрасно. Человек более суток не ел нормально, ну, скажем так, чуть меньше суток нормально не ел, больше суток точно не спал, но он получает удовольствие. А почему? Вот сейчас я объясняю. Потому что можно свое здоровье улучшить. Вот 700 заболеваний появляется, если ты стрессуешь. А от чего ты стрессуешь в основном? От того, что тебе не нравится. А что тебе не нравится? Кредиты же тебе не нравятся? А что ты их берешь? Значит, их брать нельзя. Берешь кредиты и от них же страдаешь. То есть поймите одно, стрессы от нелюбимого дела, от нелюбимой работы, от нелюбимой второй половины, от нелюбимых кредитов. Ну, то есть от чего они появляются? И более 700 заболеваний. Поэтому, друзья, закройте уши, если вы попали в жопу, то не надо страдать. Надо порадоваться, что вы в ней. Потому что мне наставник сказал, что дальше некуда. Поэтому, говорит, радуйтесь. Потому что теперь у вас начинается... Ну, понимаете? Ну, дальше-то некуда. Поэтому все, хуже уже не будет. И когда вы начинаете это понимать, вы уже не стрессуете. Ну и что? Ну, есть кредиты, не будет. Ну, есть там трудности, что? Не будет. И вы начинаете жить. Танцевать, смеяться, петь. Все, уже болезней многих не будет. Дальше. Мысль, молитва. Потом вы берете воду. Пьете воду. 2,5 литра в сутки. В смысле, ни фанту, ни колу. Мне вот некоторым хотелось это в самолете, когда летели, выкинуть с самолета учеников. Слышу, там сок заказывают в тетрапаках. Покажите пальцы. Я уже год-два учу людей, что нельзя кушать сахар, что нужно правильно питаться, что нельзя пить сок в тетрапаках, потому что он не натуральный, он наоборот что? Вредит. Что нужно пить 2
стакана свежевыжатого сока в сутки, что нужно пить 2,5 литра воды, что жвачку нельзя жевать, потому что она вредна, если жевать, то уж серу, что нужно делать гимнастику. И вот, понимаете, год-два говоришь, они как я, умный дурак, долгие годы. Вроде бы пришел, но не услышал. И вот вода – это все. То есть, когда вы начнете пить воду, вот стресс убрали, все, вы здоровы. Воду пьете 2,5 литра. То есть, имеется в виду, ни минералку, ни чай, ни соки в тетрапаках, а вода. Все, чистая вода, теплая. 2,5 литра, вы будете здоровы. Дальше, правильное питание, об этом будем завтра говорить, что можно есть, что нельзя. То есть, начинаете правильно что? Питаться. И технология. В Японии в течение 10 лет будет более 1 миллиона человек, кто живет более 100 лет. А сколько человек у вас населения? Около миллиона. А там более миллиона, то будет жить более 100 лет. А посмотрите вашу статистику. По вашей статистике, по-моему, там долгожителей свыше 80 лет, там несколько человек. Ну, то есть, вот, если посмотреть, их там не 1000. 100-105. Ну, то есть, посмотреть, вот, понимаете, о чем я говорю? Их несколько, то есть, их не так много. Представьте себе 1 миллион человек, кто живет более 100 лет. 1 миллион. Ну, примерно, хоть представляете? Так вот, разница в Японии в том, что первое, японец не обидит японца. Японец не обидит человека. То есть, почему? Потому что философия. Дальше японец двигается, трудолюбивый. Дальше, японцы не берут на работу, если он не потребляет правильное питание. То есть, больной японец на работе никому не нужен. То есть, там прямо вот устраивают на работу, и там подписывают документ официально. Представляете? Круто? В Японии нет такого понятия лечить человека. Там нет такой медицины. Вот знаете, как вот операция, операция, операция. Там есть медицина не довести человека до операции. Ну, то есть заниматься профилактикой здоровья человека. И в Японии обязательно человек делает зарядку, обязательно молится, обязательно пьет воду, обязательно хорошо относится к людям и потребляет правильные продукты питания и технологии новые. А что такое технология? Это то, что продлевает жизнь. Я вот рассказывал на днях важную мысль, что получается, вот в России, Казахстан, Россия, СНГ, СССР, Беларусь, Украина, медицина не пересматривалась с 1956 года. ГОСТы. То есть все лекарства, медикаменты, они производятся по ГОСТу 1956 года. Врачей учат по учебникам, которые были написаны, и были рекомендации тех годов, просто могут книгу переиздать, но рекомендации те же. Ну, например, лечение зубов, там стоматолог читает, и там вот тот у нас стоматолог. Он стоматолог. Вопрос. Зуб второй степени, только я не помню, подвижный или неподвижный. Что с ним нужно делать в Якутии? Удалять. Удалять. Я вам могу множество клиник в других городах показать. Не удалять, а сохранять, и будет классный зуб. Вы не поняли, что я сказал? Людям вырезают органы, зубы вырывают в России, в СНГ. А в Японии до этого не доходит. Вектор у вас есть в Якутии? Нет. Вектор — это аппарат. Есть у вас в Якутии? Нету такого? На всю Якутию нет. Вектор — это
самый безопасный аппарат в мире в стоматологии, который делает чистку зубов внутри, вот даже вот десен там, не повреждает николи ничего. Представляете? Все вручную делается. А как? То есть, если Нервы зубов. не трогает. То есть вообще, наоборот, профилактируют, добавляют туда еще специальные компоненты. Вектор. Нету, что ли? Есть у нас есть. Есть это? А кто пользуется? Дорогой, вот. Дорогой. Примерно 10 тысяч стоит одна процедура. Не отбелить зубы, отбелить это одно. Ну, то есть почистить, отбелить это одно, а вектор это другое. Дополнительно 10 тысяч стоит. 8 тысяч. Вот смотрите. То есть, получается, в Бурятии, на границе с Монголией, зуб второй степени. Она не знает, что... Вы не поняли, она неплохая. Врач неплохой, она не знает, ее никто не учил. Ей звонит племянница, говорит: тетя, а вы как зуб этот делаете? У вас там что есть? А вот это есть у вас? А вот это есть? Нет. А вы как зуб вот этот вырываете? А вы того, что не знаете, что может сохранять? Потому что те профессионалы, к которым я хожу, они выезжают куда? На конференции. А куда, где конференции проходят? Не в России. А аппараты они откуда привозят? Не с России. Германия. Ну, вы понимаете, о чем я говорю? Разве мы заслужили с вами такую жизнь? Нет. Я имею в виду россияне, казахстанцы, кыргызстанцы, белорусы. Почему? Мы не заслужили. Мы заслужили другой жизни, лучшей. Так давайте менять мышление и не доводить вот до этого всего. А то отрежу сразу что-нибудь. Я вот в Улан-Удэ приглашал на сцену доцента медицины, магистр медицины, доцент, кандидат медицинских наук, 3 красных диплома, и она должна была профессора в этом году получить. Я ее уволил 2 года назад. Вот, Алита, выйдите сюда. Почему я вас уволил? Я ее уволил с 3 красными дипломами. Я сейчас вам объяснил, зачем я ее уволил. Я ей объяснил, если ты не уволишься, ты будешь через 2 года на том же состоянии, на котором находишься. Сейчас. Вы можете на уровне профессора уволиться? Нет, конечно. Вот видите, вас что-то сдерживает. Я задам сейчас вопрос. Во-первых, вот Аэлита. То есть она должна была получить профессора в этом году. Слава Богу, не получила. Сейчас объясню почему. Скажите, пожалуйста, сколько профессоров, сюда поближе подойдите, официально вы получал на обычной работе профессора? На обычной мы берем. Около 20 тысяч рублей. Ну, то есть у них 100 тысяч тенге, это 20 тысяч рублей. Скажите, пожалуйста, сколько вы заработали в ноябре, профилактируя болезни людей со сцены, рассказывая о технологиях, никого не зарезали, не вырезали ни у кого ничего, продлили всем жизнь, сделали профилактику заболеваний, вот благодаря новым технологиям. Сколько вы заработали за ноябрь здесь? Более 50 тысяч долларов. За месяц более 3,5 миллионов рублей. Ну, смотрите, я был прав, что ее уволил. Да. Да. Только смотрите, как я ее уволил. Я просто сказал, что существует другая жизнь, она же сама себя уволила. Вы понимаете, о чем я говорю? Вы тоже должны сами себя уволить. То есть она приняла решение. И сейчас она понимает, что она правильно сделала. Теперь вот, чтобы они понимали, вот это легендарный профессор Мустафаев, он делает операции органосохраняющие. В Якутии вам таких не снилось. К нему приезжают пациенты с Японии. В книгу Гиннесов занесена его работа. Более 30 килограмм опухоли он вырезал у человека, и человек живой. И более 800 камней из пищеварительного тракта у человека достал, и человек живой. Профессор Мустафаев, это легенда,
Он делает органосохраняющие операции, плюс он один из лучших гинекологов в мире. Самые известные звезды, вот там, детей приезжали к нему рожать. Там Роза Ренбаева, ну и другие. И вот профессор рассказал мне, оказывается, операции-то сейчас есть, ничего не вырезают. Если, говорит, человек вовремя обращается, и если в этом городе есть профессор грамотный, и есть, ну, либо, ну, пусть назовем профессор, хирург, не люблю слово, у всех хирург ассоциируется, что-нибудь вылезет. Ну, скажем так, профессионал в области сохранения здоровья человека. И он мне раскрыл, оказывается, сейчас вообще можно делать операции, даже человека резать не надо. Он мне рассказал, что существует три типа. Ну, естественно, ну, давайте с точки зрения вот этих матершинных слов медицинских узнаем, как называется. Алита, расскажите, пожалуйста, первый вид, это какой? Ну, это когда разрезается живот, это лапаротомия называется. Как? Лапаротомия. Ага, сложное слово, хорошо, что я русский не знаю. Потом лапароскопия. Это? Это когда дырочки делаются. Вот смотрите, можно дырочки сделать и как-то там чух-чух-чух. А можно разрезать. Два варианта уже есть. Ну а третий вариант меня вообще просто, ну скажем так, обрадовал. Но денег у врачей нет на это. Ну в клиниках нет. Государство точно столько денег давать не будет. И третий вариант. Это ультразвуковая, ну как бы операция. Ультразвук. То есть вот так вот берешь, жух-жух-жух, и нету. Понятно, нет? Красота. Ну, естественно, про ранние стадии говорю. Да. То есть уловили идею? Да. Так вот, технология это все. Вот Алита молодец, присаживайтесь. Вот, друзья, я до 25 лет вообще не потреблял никакие технологии. До 25 лет я потреблял только лекарства, медикаменты, препараты, антибиотики. Я уничтожал свою флору. Если вы не знали, вам любой врач это скажет. Лекарство не лечит болезнь, а, скажем так, загоняет в угол и прячет. Но в любой момент болезнь может сказать: здравствуй, это я. И теперь смотрите, вот то, что у меня в руках, для меня это все, жизнь при жизни. Для дурака это, знаете, как будто, вот что такое смешное. Ну, да, дураки, они на все по-другому смотрят. Я очень пиво. Так вот, раньше, когда в 25 лет я стал потреблять разные какие-то добавки, кедровое молочко я покупал в России, в Корее и в Китае и в Таиланде я покупал другие компоненты, в Америке и в Германии другие компоненты. Зачем? Я хотел просто жить, мне же, ну, тяжело жить. Я еще раз скажу про лекарства. Когда я покупал лекарства в России, то, чтобы вам было понятно, американские, германские, российские, они в России продаются по российскому ГОСТу. То есть американский препарат в Америке с таким же названием имеет совершенно другое количество компонентов. Суточная норма. Уловили идею, нет? То есть название, например, одно и то же, но в Америке это одно количество, ну, полезных каких-то там веществ, а в России это, ну, норма, допустим, в России, я точно не помню, скажем так, 100 миллиграмм витамина С в сутки. А, например, в Германии и в Америке уже от 500 до 2. То есть от 500 миллиграмм до 2 грамм, что это получается? Что у нас после миллиграмма идет? Да. То есть, ну, примерно, давайте подумаем. Вот вам аскорбинную кислоту дают, не ешь много, типа там это. Да там вообще нифига нет. Ну, в смысле, ничего не будет.
Сладкий мед. Да, поэтому иногда их ешь, ну. Но представьте, вот вы берете препарат, и там, например, написано 100 Миллиграмм. миллиграмм суточная норма витамина С. Или там 50 миллиграмм витамина В там, или 75. Ну, ГОСТы такие у нас мизерные. А в Америке до 1000. Ну, к примеру, поняли разницу? Конечно, там человек ест, у него все нормально, все функционирует. И когда я покупал американский препарат в Америке против аллергии, то у меня одна таблетка решала все. Но я не всегда же был в Америке. Я же не всегда был за границей. А когда покупал в России, то тут не то вообще. Ну, не проходит вот боль. Чуть-чуть чувствуется что-то, но не то. Не хватает. И вот сейчас я вам покажу продукт, который меня лично очень сильно радует, потому что раньше я потреблял более 20 баночек БАДов, витамин, мелких лекарств, основанных на травах, таблет, то есть, ну и так далее. А наш продукт, вот этот ЛВ, это еда. Вот это еда. И когда мне сказали, что вот эта капсула заменяет завтрак или обед, я, вот честно вам могу сказать, первый раз не поверил в это. Вы представьте, вот это завтрак или обед. Ну, нормально, нет? Вот я же нормальный человек, и мне говорят. Ну, ты, говорит, вот это ешь, типа. Я говорю, вы что, нормальные, нет? Дайте мясо там. Вот это вы хотите, чтобы я ел, типа. Ну да, это же, говорит, еда. Я говорю, вы нормальные, вообще адекватные, какая еда? Первое, второе, третье надо. Ну да, то есть это же и побольше. И в общем, понимаете, изначально я в это не верил. С первой технологией такой я столкнулся 5 лет назад. Но она была такая, вот как телефоны бывают, знаете, Samsung 1, Samsung 5. Она была маленько, другого формата. Я не поверил, заказал. Начал потреблять, заработало. Вот эта технология, это уже последняя, это как вот Samsung S10 сейчас вышел. И вот, понимаете, я сейчас вам покажу, что я делаю. И это совершенно для меня не смешно. Потому что моя жизнь изменилась. И также мои ученики тоже что? Изменились. Меняются, да. Вот такие. Молодеют. Вот. А как можно в 5-м десятке молодеть? Спокойно. Ну как можно в 5-м десятке-то молодеть? Ну это же невозможно же. Как люди думают, типа 5-й десяток. Могила пора. Ну как можно молодеть в 5-м десятке, ребята? Там можно, оказывается. Технология. Технология. Мышление, вода, зарядка, правильное питание, технология. И мне сказали, что вот эта капсула профилактирует более 700 заболеваний, заменяет обед или завтрак. Я говорю, сколько стоит-то? 1 миллион, что ли? Они говорят, мне 100 рублей. Я думаю, вы вообще какие-то. За 100 рублей я профилактирую 700 заболеваний, еще пообедал и позавтракал. И в магазин не ходил за едой. Я говорю, точно, ненормально. Потому что бедный человек не способен в это поверить. Потому что бедный человек, его постоянно всегда что? Там, палка колбасы 300. Пачку сигарет 100, бутылка пива 100. И вот вы знаете, друзья, у нас есть производство в штате Юта. Там опыт ученых более 100 лет. Там ГОСТы самые современные, самые технологичные. Продукт халяль, веган, кошер, полностью натуральный. Выжимка более 50 килограмм фруктов, овощей, грибов, трав. Полностью натуральные продукты, собраны в специальную формулу засекреченную. И вот эта формула,
Она заменяет десятки баночек и более 500 полезных продуктов питания. И вы знаете, я сначала не поверил и, проверял. И первое время я просто ее с завтраком, с обедом ел. Я думаю, возьму, болеть не буду. Завтрак заменить или обед, я думаю, это вообще нереально. Сейчас вот смотрите, вот я беру воду, я понимаю, вот это пищевая смесь. Детская пищевая смесь берется ложечка, мерная емкость и вода, и ребенка кормим. И я со временем допер, это просто взрослая пищевая смесь, и ее можно потреблять 3 способами. Первый способ – взять, проглотить и запить 2 стаканами воды. Второй способ – развести в воде, кто не умеет глотать. Но мне нравится вот такой способ. Я беру в полость рта, кладу пищевую смесь. Почему? Мне профессор сказал, профессор-чемпион мне сказал, что Андрей, в полости рта самое большое количество каки. Я говорю, вы что, шутите, что ли? Какая кака во рту? Ты, говорит, меня слушай, дурачок маленький. Я говорю, в смысле, дурачок сразу? Он говорит, самое большое количество микробов в полости рта. Я говорю, ну и что? Он говорит, если ты дурак, кушаешь любую еду, яблоко или еще что-то, а у тебя здесь бактерии, куда они идут? Я говорю, я откуда знаю вашу биологию или еще что-то? Пищеводный тракт, я говорю, что, ну и что? Ну и там все это, ничего хорошего. Я говорю, ясно, и что? Говорит, чистить зубы надо, полоскать просто надо, дезинфицировать надо, а вот этот продукт кушаешь, и он дезинфицирует, и плюс через кровоток кормит мозг. Я говорю, а мост здесь при чем? Мост-то зачем вообще? Я вообще не понимаю. Он говорит, Андрей, ну ты точно дурачок. Я говорю, ну опять обзываешься, что я дурачок-то? Он говорит, ну смотри, мозг это главный орган у человека. Я говорю, в смысле главный? Он говорит, у человека есть 79 органов. Он говорит, скелет. Я говорю, какой скелет? Это что, говорю, орган, что ли? Да. Кожа, говорит, это самый большой орган в мире. Я говорю, в смысле, это, говорю, в смысле, орган, что ли? Ну как, вот люди же, они как, вообще же ничего не понимают. 79 органов. А мозг управляет всеми ими. Он заставляет скелет двигаться, глаза смотреть, кожу дышать. Одно место у мужчин. Ну, понимаете, кто заставляет? Мозг? Ну, давайте вот так рассуждать. Вот мужчина. Да? Вот он стоит. Мужчина-охотник. Почему мозг главный? И перед ним разделать женщину. Но она очень некрасивая для его мышления. Он на нее смотрит просто как смотрит? Как на объект какой-то. У него ничего не функционирует. Ну, в смысле, никакого желания нет. А теперь представьте, его мечта. Красивая девочка там, ну, которую он там. И она, как у него работает? Хорошо. Вот, хорошо. Мозг что? Все понимает. Вы понимаете, о чем я говорю? Мозг. Так я съел сейчас продукт, я мозг покормил. И мозг начал уже что? Ну не успокаиваться, а... Чего его успокаивать? Мозг начал трудиться. Он запускает органы. Он дает каждому органу свою задачу. У вас несколько триллионов клеток. Он дает задание, все работает. Плюс мы берем воду, полость рта продезинфицировали, микробы уничтожили. Воду берем. Продукт идет в пищеварительный тракт. В пищеварительном тракте происходят процессы.
И в клеточку попадает питание. Вы становитесь сыты гораздо быстрее, если вы съели много еды. Человек 30 минут ест, а еще голодный. Потому что продукт питания перерабатывается более 30 минут. Хорошо, если вы пьете сок свежевыжатый. Он уже переработан, и он быстрее клетку питает. То есть вы уже насытились. Все, вот этот продукт обходится примерно 100 рублей завтрак или обед. Экономит много денег на продуктах питания, на БАДах, лекарствах, витаминах, дает энергию и легкость, дает эффективность. Я, например, никогда раньше не отжимался 50-100 раз. В молодости я отжимался там 15 раз, 20 раз. Сегодня я отжимаюсь от 50 до 100 раз за 1 минуту. То есть, получается, сила появилась внутри организма. И поэтому, если вы хотите быть здоровым, завтра приходите на лекцию по здоровью. Мы там обсудим, что можно кушать, что нельзя, какую зарядку надо делать, какую нельзя. Хорошо? Обязательно. А теперь скажите, вот этот продукт вообще в Якутии нужен? Да. Это морковка, это гранат, это манго, Все как нужно. это разные травы. Нужен? У вас нет этого в Якутии, вы прекрасно знаете. А если есть, откуда это привезли? Китай. Да. А нет, это не Китай. Это клетчатка. То есть вот то, что я съел, это не клетчатка, а это клетчатка. То есть вы должны потом еще потреблять в течение суток клетчатку. Я расскажу, какую можно, какую нельзя, это завтра. Но не факт, что в этой клетчатке есть польза. И не факт, что вы съедите много-много-много и получите что-то полезное. А вы не слон. Мамонта, кстати, тут у вас видел. В этом полярной звезде. И мамонт, понимаете, вы же не мамонт столько кушаете. А какая нагрузка на пищеварительный тракт, когда вы много кушаете? Я тут в Бурятию приехал, они там хотели мой режим сорвать. Там бухлеры, там, ну, бузы, позы, там, манты. Все, что есть, нельзя, в общем. В большом количестве тем более. И вот, ну, когда начинаешь есть, понимаете, это вот, у тебя живот вот так вот сразу же надувается. Сразу же надувается, мгновенно. Ну, во-первых, это не перерабатывается, это время надо. Ты себя так тяжело чувствуешь, такой неподвижный становишься, такой комочек. Ну вот 100 рублей и профилактика более 700 заболеваний. Реально работает, реально проверено. Без всякого вранья, проверять ничего не надо, лучшие профессора это рекомендуют. Все реально. Результаты у людей невероятные. Сразу хочу сказать, это не лекарство, мы ничего не лечим, мы кушаем еду, мы профилактируем болезни. Но каким-то чудесным образом витилиго убегает, неизлечимая болезнь. У меня есть множество девчонок, которые не могли родить. От 3 до 15 лет родили. Вот это нонсенс. Кстати, человек живет 5 лет, не может забеременеть. Начинает потреблять питание. Естественно, не все, потому что есть еще у некоторых проблемы, там, трубы там и так далее. Ну, это надо тоже лечить, у профессоров в этом разбираться. Но есть множество вариантов, где девчонки забеременели, просто кушая продукты. А раньше не могли. Есть множество вариантов, где люди похудели, давление стабилизировалось, природная пластика. Вот этот мужчина, видите, у него ребенок появился. Он на пенсии вообще-то. Девчонки хороши, молодеют. Природная пластика, прыщики убегают. Вот понимаете, вот как, вот прыщики как убегают?
А все просто. Улучшается работа пищеварительного тракта. То есть все можно обосновать. Вот девчонка, она говорила, у меня широкая кость. Говорит, самая большая широкая кость. Я говорю, насколько? Она говорит, я 163 килограмма. Через 1,5 года 95, а сейчас есть фотка, где на 75. Это что, у нее 90 килограмм кости, что ли, было? Люди меняются. Естественно, не сразу. Бросают пить, бросают курить. Витилиго убегает. Вытягивается. Я вот на несколько сантиметров вырос. Чтобы вам было понятно, в 38 лет, ну, 37, сейчас 38 лет, в 37 лет люди не растут ввысь. Потому что, если вы изучали науку, то как развивается организм? До 18 лет это один этап, до 25 лет второй этап, и потом с 25 лет он начинает там органы некоторые начинают стареть, какие-то, ну там кунзин начинает меньше вырабатываться, мелатонин, ну уже другой процесс идет. И человек потом ниже, ну то есть высыхает, там ниже становится, на несколько сантиметров вырос. Это говорит только о том, что у меня пошел процесс, ну вот наоборот, да, омолаживания. И у меня много девчонок, у них ноги были кривыми, стали прямыми. Это они мне сами говорят. Они говорят, Андрей Аркадьевич, мы стали пить воду, делать зарядку, кушать продукт. А у нас еще есть один продукт. Сказали в Якутию передать, если массаж сделают. Саргыланы. Для саргылана. Тонус саргылана. О, отлично. В общем, сказали передать. Вот это Elevate, а это что? Accelerate. Вот Accelerate имеет натуральные компоненты для скелета. И когда мы Elevate это завтрак с утра, а Accelerate это легкие уже на ночь начинаем потреблять, то у нас Elevate дает энергию, бодрость, а Accelerate дает питание кислородом, ну ночью питает. Мелатонин накапливается, кости, вот это все, там специальные компоненты питаются, плюс зарядка, вода. И представляете, вот реально у девчонок ноги вот такие прямые становятся. Это нонсенс. Протрузия уходит. Сколиоз по 20-30 лет. Это вообще легко. Понимаете, о чем я говорю? Как? Не слышно. Как? С остеопорозом человек сгибается, выпрямляется. Ага. Вот все, кто у нас делают то, что я говорю, у них все куда-то убегает. Но вопрос, что не все делают. Понимаете? Ну, вот в этом фишка-то. То есть люди реально получают результаты, роды легче. У нас ни один плод не потерян. А у нас сколько потребляют людей? После родов легче мамочки восстанавливаются. У девочек в возрасте вообще результатов много. Там похудела на 9 килограмм, стала энергичнее, ушли боли в суставах, в костях. Вот про что я говорил. Сердце, улучшилось зрение, сон, кожа, волосы, уменьшились морщинки, нет трещин на пятках, укрепился иммунитет. Так вот, глаза, целлюлит у девочек уходит, бока уходят, экзема. И не является лекарством. Вот почему японцы живут долго, они давно эти продукты кушают. Понимаете, а мы лекарства кушаем, а они еду кушают. Вот и разница. А Гиппократ сказал, что ты ешь, то ты и есть зеркало. Все. Ну вот, например, меня осматривал, это вот если мы про скелет говорим, один из лучших в России в СНГ Костоправов. Он попросил
попросил посмотреть мой скелет. И когда он посмотрел скелет мой, он сказал, я впервые в жизни вижу человека, у которого нет протрузии, сколиоза, и в вашем возрасте, говорит, все как-то там, ну, на их языке научном, все ровно, ну как, равномерно. И еще, говорит, энергия. Ну там чакры, там что-то такое там. Ну то есть, я, говорит, смотрел спины тысячи людей разных. Там и известных, и неизвестных там. Да я, говорит, в шоке. А я ничего не делаю особого. Я делаю зарядку, пью воду, но зарядку каждый день. И ем вот этот продукт утром и днем, ну, утром и вечером. Все. Сейчас я вам покажу, например, вот Шариф. Шариф пришел, за год спину сделал. Смотрите, как это работает. Вот он пришел весь кривой косой. О, Вот он стал. Ничего себе. прямо всё. Понимаете, нет? Поэтому я вот сам в шоке. Ну, когда у девочек ноги прямые становятся, это вообще нонсенс. Просто у меня друг в Ангарске известный массажист и так далее, там он плюс врач. Я когда к нему приходил в профилакторию, я тогда еще ребенком был, он девчонок мучил. Какие-то цепи им повешать, в бассейнах там что-то выпрямлял, там, понимаете? Гантели какие-то, там, грузы. Потому что больно им, выпрямляют, там все делают. А здесь раз без всего этого. Но фантастика только для тех людей, кто это делает. Я это делаю, потому что это классно. Но вот представьте, человек не спал более суток. Да. Летел на самолете. Причем я летел-то и в Читу, и до Улан-Удэ мы добирались, и с Улан-Удэ до Якутии. Вы понимаете, сколько, ну, климат, часовые пояса, ну, плюс я каждый день же что делаю? Выступаю, говорю. Вы поймите, я вообще не устал. Во мне столько энергии, я могу сейчас отжиматься, танцевать, петь, радоваться. И все это, вот эта наука, которую передали мне чемпионы. Чемпионы по здоровью, чемпионы по деньгам, чемпионы по мышлению. И ты ее вот здесь вот начинаешь, ну, модернизировать, как вот собирать в одно. И делаешь это, все. Так я как понял, для меня 100 рублей, инвестиция в меня это гораздо круче, чем бутылка пива или пачка сигарет, ну, шоколадка. Ну что тебе шоколадка даст? Ну что она даст? За 100 рублей, кстати, тоже. Да ничего она тебе не даст. Сахарный диабет она тебе даст. Если ты не знаешь, сахар это самый вредный компонент, который выводит все полезные витамины и минералы. Вот и все. Ну, по продукту я вот вам показал. Я знаю, как сейчас деньги вам заработать. Но я ради интереса, вот я же здесь никого вообще в принципе не знаю. А кто вообще потребляет продукт? Есть такие люди? Вот кто? Ну, нормально, не зря живу. Столько людей счастливых. А кто получил результат в вашей семье по продукту или по доходу? Поднимите выше. Супер. А есть вообще кто первый раз пришел? Супер, ползала. А вы видели, кто первый раз поднял руку? Сколько людей получили результат? Вот задумайтесь. В смысле, обмануть невозможно. Это же ваши друзья, родственники, знакомые. Я-то их не знаю. Это вы с ними как-то соприкасались. Вы представьте, сколько результатов у людей. Множество. Множество результатов, друзья. Меня от этого уже вдохновляет. Вот у меня сейчас пошли мурашки. Вот у меня волосы стали. У меня волосы стали дыбом, и щетина вот она вот прям. Вот пошла. Кто чувствует? А знаете от чего? От того, что у вас хорошо. Значит, ты живешь не зря. Ты помогаешь людям в разных странах мира. Вот недавно
Я помог мужчине, которого никогда в жизни не знал. А как помог? Я начал это делать. Ну, делать. Благо. И делать. И мужчина в структуре внизу, у элиты там, он всю жизнь, более 15 лет у него, 18 лет, как это называется? Бехтерева болезнь. С тросточкой ходил. Стал потреблять наш продукт. Я вообще этого мужика не знаю, он мне никто не по крови. Но представьте, что с ним произошло. Он сейчас ходит в спортзал. И вот понимаете, смысл жизни — это помогать людям, причем незнакомым людям. Вот если ты помогаешь родственникам, это не помощь. Это вот, знаете, иногда, какому родственнику, это легко помочь. Попробуй незнакомому помоги. Вот незнакомому. Да? Вот когда вы начнете жить не для себя. Вот просто вчера в городе Улан-Удэ мне подарили, в общем, эти орешки. Я их все равно не успел съесть. Я пошел, подарил их девчонкам в кафе, которые там обслуживали. Вот это понимаете как? Люди тебя не знают, ты им даришь. Или вот я был в Начике, мне там фруктов надарили, а мы уже в другой город поехали, с Начиком куда, в Краснодар поехали. И девушка на стойке работает, и раз. А вот, что говорить, вот в Чите я был, мне подарили ананас, но не порезали. А мне выступать мне нехер этим заниматься. Резать, чистить. Где там у себя в номере возьму нож, И я спустился, женщина там сидела, оплачиваю вот прачку. Ей ананас, вот эту корзину. Они вообще не понимают, что жить там, они вообще не понимают, что добро-то легко делать. И люди вообще в шоке. И вот я вот так вот живу, знаете, как-то вот не зацикливаюсь. Сегодня мужик шел там зарядку в аэропорту искал, говорю, иди сюда, задержу. Поставил. Все. То есть я его не знаю. Мне от него ничего не надо. Понимаете? А другая дура идет там, плохо себя ведет, ей уже не помогаешь. Почему? Потому что, отношение к людям должно по-человечески подойти. То есть, а можно ли этот стул у вас взять, а он не занят у вас? То есть, а можно я с вами там, а вот когда начинают люди с наездами, да иди ты дальше в баню подошла. Правильно, нет? Правильно. Вот нужно помогать тем, кто заслуживает этого, кто заслуживает. Вот кормить людей очень классно. Вот люди не ждут, ты в ресторане сидишь, торт заказал, и там у тебя, допустим, юбилей, день рождения, а ты раз, официанту сказал, раздайте всем еще. Представьте, они сидят им, какая жизнь у вас будет? Счастливая. Вот нормально. Люди думают, классно, незнакомый человек, И поэтому вот это вот люди, вот вы поднимаете руку, это вы не представляете, как круто. Это самое ценное, что есть. Люди получают результаты. Представляете? Невероятное чувство. Что-то много вас подняло, я даже не знаю, как будете звать сюда на сцену. Чтобы кто-то рассказал результат. Но мне просто охота, чтобы о результатах рассказали не приезжие, а вот 3-5, не больше, потому что я хочу о деньгах рассказать. Завтра будем про здоровье. 3-5 человек, которые местные. Отлично. Вот я их никогда в жизни не знал. Я с ними не общался. Давайте сюда. Расскажите, пожалуйста, как вас зовут, какой у вас вообще результат? И вообще, зачем вы стали потреблять этот продукт? Зовут меня Александр. Я пришел в нашу команду «Успех вместе» 15 месяцев назад. И начал, я пришел на оздоровление, у меня был когда-то инфаркт, и
Я старый дальнобойщик, у меня все болело, там суставы, все было. Но на данный день, вот на данный момент, я себя чувствую очень великолепно. Я скинул 12 килограмм, был я 116 килограмм, кто меня впервые видел, ну, потом фотографии сделал, у меня есть там такие. Вот, почка у меня была, значит, киста 5,9, сейчас она 4 сантиметра стала, уменьшилась. Значит, ну, вот, давление у меня стабилизировалось, было 200-220, сейчас я, значит, где-то, ну, 125-127. Чувствую себя вообще великолепно. Рекомендую всем, приходите к нам в команду в своих вместе, оздоравливайтесь. Вот, видите, человека боль заставила задуматься о здоровье. Если бы боли не было, он бы не стал потреблять продукт. То есть люди приходят через боль. А я вам предлагаю приходить не через боль. В смысле, я предлагаю вам не ждать, когда у вас заболеет папа, мама или ребенок. Вы понимаете, ошибка многих людей, они думают, их это не коснется. Смерть коснется всех. Разные заболевания рано или поздно все равно кого-то коснутся. И вот почему человек настолько тупой, что он ждет, когда заболеет его близкий. Почему он настолько неблагодарный? Почему люди не такие вот, ну, существа, которые вот не ценят и живут, вы знаете, как-то вот, даже не одним днем, а как-то там, трудно это как-то даже сказать, чем они живут. Но ко мне, знаете, сколько людей прибегало, было больно смотреть в их глаза, сколько людей пишут, помогите, прошу вас, умоляю, дайте денег на операцию, дайте денег на то, дайте этот продукт, срочно вышлите. У меня мама слегла, там отец это. В смысле, эти люди знали об этом продукте 2 года назад. Они не стали брать себе, они не стали брать родственникам. Но потом они приходят ко мне и просят денег на операцию, либо срочно продукт, потому что хотят поднять. Два типа есть людей. Одни просят деньги на операцию, вторые деньги не просят, просят продукт за деньги, наоборот, купить, чтобы спасти. Вы понимаете, зачем это делать? У меня бабушка, 87-й год, благодаря этому продукту сейчас живет. Ездит 2 зимы на лыжах. Мама помолодела, юбилей был. Брат постранел, помолодел. Отчим. До этого продукта у него было множество серьезных моментов. Живой, у него были операции разные, шунтирование. То есть, и благодаря этому продукту живой. Потому что это до было. То есть, понимаете, вот зачем люди вот это, да, ну, вот, позволяют себя не любить? Я этого не понимаю. Не приходите через боль. И ни в коем случае не ждите того момента, когда будет больно. Вот просто живите сейчас, потребляйте продукт, он помогает людям. Молодец, поздравляю. Здравствуйте, как вас зовут? Всем здравствуйте, доброе время интернет. Меня зовут Дора Дашадылыкова, мне 55 лет. Начала продукт с 14 марта, уже как год пью. Я инвалид 3 группы бессрочно по суставам, ревматоидный полиартрит. С каждым годом у меня заболевание прибавлялось, было сахарный диабет, и в конце концов ко мне прицепилась глаукома. Из-за глаукомы я стала пить правильное питание LF8. Потом подключила Accelerate. Получила колоссальный результат. Боли куда-то убежали, постранил на 13,5 килограмм, появилась фигура, лицо омолодилось, и начала людям рассказывать. Я желаю всем здоровья, добра. Подключайтесь в нашу команду. Вот видите, люди, вот кто религию изучал, там говорится вот так. Где один говорит о чем-то, это его правда. А правда у каждого человека своя. Где 1000 людей говорят об одном и том же, это есть истина. Здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Туяра Живкова, я мама 4 детей. Благодаря этому продукту у меня больше не болит голова, не беспокоит остеохондроз, спина не болит, колени не болят, целлюлит уходит, подтягивается кожа, второй подбородок исчезает. И у меня минус 15 килограммов. Вот. Я рекомендую. Какая ты была вообще? Да, вообще минус 15. А вы скажите, это правильно? Вот плюс 15. Нет, Вот видите, а минус 15 в данном случае, это правильно, когда уже плюс 15. Молодец. Сколько месяцев потребляла? С 15 июня 2018 года. С перерывами. Посылка долго шла. Вот студентка еще. Недавно. Видите, молодец. Здравствуйте. Добрый день. Меня зовут Татьяна Сафонова, мне 65 лет. Я принимаю этот продукт, наверное, самое первое, самое большее в этом зале. Больше 2 лет. Я принимаю сначала КЛФ-8, потом СЛР-8. Результаты необыкновенные. Во-первых, энергии прямо через край. Я помолодела, мне делают комплименты. Недавно мне спрашивает один наш рабочий, говорит, вот мне говорят, что вот вы уже бабушка. Я говорю, нет, неправильно говорят, я уже прабабушка. Я похудела на 10 килограмм, я в талии сбросила на 10 сантиметров. У меня ушел подбородок, у меня рассосался шейный хондроз. И знаете, когда я работаю, и, значит, при прохождении медкомиссии меня отправили к онкологу. И там сказали, что мне нужна операция по-женски. Для меня это был страшный шок, но благодаря непрерывному приему вот этих наших продуктов, да, я избавилась от того, что мне нужно делать операцию. Не потому, что я не захотела, а просто нет необходимости. У меня хорошее настроение, вы знаете, такой позитив. И всегда хочется, вот, знаете, радоваться жизни. Я всегда, как учит нас Андрей Андреевич, я всегда утром подхожу к окну и говорю, я кричу: «Здравствуй, Вселенная! Как хорошо, я благодарю тебя за то, что я вижу, слышу, за то, что я встретила сегодня это утро» и так далее и тому подобное. Вот. Значит, продолжая дальше. Вы знаете, значит, пропив 2 года вот наш продукт, да, я буквально недавно обнаружила то, что у меня ушла слезоточивость. Обычно, вот, как бы, я всегда крашусь, да, и прихожу вот в помещение, и у меня, когда вот на ветру или при морозе, всегда бегут слезы, вот такие черные, такие полосы на лице. Сейчас этого нет, поэтому это здорово. Так 2 года, представляете, у каждого свой букет. Поэтому, знаете, вот проходит время, казалось бы, уже и забываешь от того, что у тебя были папилломы, что у тебя болели колени, что у тебя болела там, значит, спина. И все это как бы ушло, как будто бы ты вот этого и не было. Поэтому продукт отличный, замечательный. Если вы еще сомневаетесь, вы просто теряете время. Будьте здоровы и принимайте продукт, не задумываясь. Всего доброго. Вот вам ответ на ваш вопрос. А продукт сколько потреблять? Всю жизнь. Это же еда. Да. Я 24 месяца, 25, не хожу в аптеку. Это о чем-то говорит. Я ни разу не болел. За 25 месяцев я побывал, получается, в нескольких десятках городах и странах. И провел более 600 тренингов. И сделал более 100 перелетов. И ни разу не заболел. И не собираюсь. Правильно. Да. То есть, понимаете мысль? Да? Ну, то есть, надо ли потреблять продукт? Надо. Но это вот просто... У космонавтов нет таких нагрузок. Просто нет. Они 25 месяцев подряд... Они не летают 25 месяцев подряд, они не выступают 25 месяцев подряд. А тут, представляете, круглосуточно вот так. Круглосуточно. Разные города, страны. Выступления по 3
15 часов, да, или сколько у нас рекорд был? Тренинг? Там, 12 часов я тут. не, ну у нас еще потом продолжение было. 19. От 16. 16, то есть от 3 до 16 часов без перерыва выступаю. От 3 до 16 часов тренинг. За это время. Вот это вот Эврика. Здравствуйте, давайте знакомиться, подходите. Я помогу вам. Добрый вечер или доброго дня там, в интернете. Меня зовут Светлана. Мне без 2 дней 65 будет. Я стала пить. Заказ попала я на аукцион. Это в ноябре месяце было. Ну, правда, долго шло. Я покупала внутреннюю. И пила. И муж пил. У меня появился большой иммунитет. Я ни разу не заболела гриппом, никакими вирусами. Так. У меня была... Недавно я показывалась, белая роза ходила. И там мне сказали, что у вас была большая миома, но она почему-то у вас вот так усохла. А вот я тоже, значит, И суставы ходил в перестали. клинику, я тоже, значит, зубы профилактировать. Я ходил, в общем, это было где-то 1,5 года назад примерно. И у меня вот тут такая штуковина, я ее хотел вырезать. Ну, отрезать. И вот это я заметил, у меня в этом месяце она вообще куда-то туда вот ушла. То есть вот она, видите, еще там вот она. А была, короче, вот как кровь, ну, бреешься, кровь. Вот, прямо вот такого размера была. Сейчас смотрю, прям он там куда-то убежала. Так я пришла еще через боль, можно сказать. У меня был инфаркт, я не могла крыльцо подниматься, а сейчас я свободно поднимаюсь. Легко. И много энергии прибавила. Я этот продукт очень полюбила. И всегда в YouTube вас всегда слушаю и смотрю. Я вообще никому не нравлюсь, вот, ну, через интернет. Вам понравилось, что ли? Да, покажу я вас. Благодарю. Очень я вас уважаю. А то в интернете люди смотрят, там говорят, о, там ля-ля, что его смотреть. Я специально пришла, у меня целый день вот такое настроение, что встреча, увидеть вас воочию. Поздравляю. О, молодежь пошла. Да. Добрый вечер, земляки. Добрый вечер, интернет. Добрый вечер, наши гости. Меня зовут Марина Алексеева. Я студентка, обучаюсь в медицинском институте, и меня впервые пригласили через интернет. Я удивляюсь, как я вот... Это же в час ночи транслируется по интернету, да? И, ну как это сказать, нашла время зайти ночью, да? Зашла, и мне, знаете, вообще не понравилось. Я вот думаю, что мне отправила Джакома Ширна. Сейчас я очень благодарна ей, что она дала мне возможность попробовать уникальный продукт, потому что я употребляю уже 9 месяцев, и, знаете, у меня была аллергия, и она проявлялась в виде крапивницы, и кожа всегда чесалась, были расчесы, и это было совсем некрасиво, и приходилось все прятать. Была еще хроническая усталость, студентка, обучаюсь, у меня еще дети, 2. Приходилось там, тут, ну, в общем, вообще хроническая усталость. Сейчас такого нету. Сейчас чувствую себя отлично, бодро, успеваю все пойти проучиться на лекции, быть за детьми, ухаживать. А что, нравится стал, что ли?
Вы? Но. Да я вообще не пропускаю, смотрю у вас везде, повсюду все зарегистрировалось у вас. Так что... А кому понравится-то? Ему, ну, людям говоришь, вот ты толстый, потому что неправильно себя любишь. Вот ты бедный, потому что неправильно управляешь своими, ну, возможностями. И люди, они же вот, которые бедные, они вот еще как обижаются, в штыки встают. Вот. А только так можно перезагрузку мозга сделать. В смысле, если сказать, о, молодец, что ты толстый, о, молодец, что ты куришь, о, молодец, что ты пьешь. Ну, типа, а, братан, что мы пьем, нормально. Ну, как? Ну и все нормально же, да? А вот так, что, братан, пьешь-то? Ты что, совсем обнаглел? Тебе что, не стыдно? Ну, вот так. То уже по-другому, понимаете, он, может быть, задумается. И еще хочу поделиться. У меня сестра, я сразу предложила своей сестре, родной сестре, и дала ей капсулы, она начала принимать, но она сказала, что не рассказывать об этом результате, но пришло время, я у нее спросила, можно ли рассказать, вот рассказываю вам и делюсь. У нее первый ребенок есть, и она долго не могла забеременеть. Употребляла она июль, и потом мне осенью говорит: Марина, я забеременела. Такая радость вообще. У нее не у нас это вообще огромный результат. И призываю своих земляков, своих сверстников употреблять этот уникальный продукт. Молодец. Здравствуйте, интернет, здравствуйте, зрители, земляки, гости мои, наши. Мне 43 года, ну, 44. У меня 5 детей. Да, скоро буду бабушкой. И я употребляю этот продукт с сентября месяца. У меня очень хорошие результаты. Я оперированная глаукома. Я не знала эту капсулу, рано знала бы, вообще спасла бы свои глаза. У меня обеих глаз оперированы. Сейчас я эту капсулу употребляю с сентября месяца, так что я вообще бросила эти капли. Вы знаете, что такое глаукома? Это зависимость от капель, гормонных капель. И вот сейчас я вообще не употребляю эти капли, и мне запрещали что-то делать. Я уволилась с работы, я дезинфектор сама. И химические вот составы все проедали мои глаза, из-за этого я осталась без глаз. А сейчас я все забросила, все капли забросила. Я начала заниматься физкультурой, собой, ну, как видите, после 5 детей, да, и я вот такая. Вам нельзя смотреть. Можно в интернет показывать. Да. Ой, не видно. Ну, в общем, спортивная такая, как вам объяснить. То есть следит, меняется все в лучшую сторону. Мама 5 детей, так, на всякий случай. Ну, 5-й, 10-й. да. Или кого, 4-й? Мне 5-й. 25 лет. Да. Ну, в общем, она так сказала, что ей то ли это, то ли то. Да. Ну и еще у меня дочка, врачи, наверное, знают, что такое атаксия придыха мозжечковая. Это мозжечок умирает. Ей дали 25 лет. Ну, ей сейчас 23 года. Мы пьем с сентября. Я с опаской так делала. Ну, мы коляски были. Мы коляску забросили. Мы съездили в Варшан отдыхать своему спонсору. Ой, Вообще, ну, чуть-чуть уже начинаем. Так что спасибо, что я нашла с интернета эту чудо. Так что всем спасибо. Успех вместе, супер. Друзья, вы понимаете, что успех вместе – это процветание.
сколько людей меняют жизнь. Важный момент. А вы почему думаете, что в Якутии столько заболеваний? И почему я вам вначале рассказывал, чтобы я здесь не жил? Вот видите, я же на все не просто так же говорю. Я бы здесь не жил. То есть здесь не хватает солнечных лучей, здесь не хватает темных ночей, Кислорода не хватает. здесь не хватает кислорода, здесь не хватает разных полезных видов питания, разные травки. Ну, то есть очень много существует фруктов, овощей и травок, очень много. И здесь еще человек из-за холода малоподвижен. То есть он вынужден постоянно быть в таком, ну, где-то, да, вот в таком, да, а это нехорошо для организма. У человека более миллиарда кровотоков. Кровоток — это то, что внутри вас лежит от точки А к точке Б. И если он, ну, то есть не в движении кровоток, то от этого появляются разные заболевания. А вы послушайте, вот она же говорит, мне всего столько лет, а дочери столько, там, ребенку столько-то. Вы что думаете-то? Это же не возраст, ну как, не возрастного человека касается, это касается всех. А если кто-то думает, что он еще, ну, якобы здоров, он врет. В принципе, здоровых людей по статистике Минздрава официально нет. Из 1000 человек официальная статистика говорит, что 950 нездоровых. Задумайтесь, вот как раз перед вами выступает ваш местный эксперт, врач. Выходите. Всем привет, интернет-привет. Город Якутск, Республика Саха и все. Говори только громче. Бурятия, привет. Вот, давай поближе сюда, чтобы там. Да. Что, ну, тут многие меня знают, но тем не менее напомню. Меня зовут Максим Архипов, мне 44 года, будет 45, и оказывается в этом году уже скоро будет 20 лет, как я тружусь врачом, практикующим. Проработал он во многих областях, включая, ну, в основном в экстренной медицине, спасая жизни больных. Работал в спортивной медицине, в ЛФК, был заведующим клиникой биохимической лаборатории. Я это к чему говорю? Не от того, что хочу похвастаться. Ну, и немножко похвастаться, конечно. Из-за того, что я хочу вам просто рассказать, что, в принципе, я достаточно ориентирован в официальной медицине и как это все происходит. Знаю эту кухню изнутри. И что бы хотелось сказать, да, вот Андрей Анатольевич сказал по поводу мышления, и что основная масса людей идет через боль. Но, к сожалению, просто в последнее время, сейчас вот, моя жизнь очень сильно, конечно, изменилась благодаря Академии «Успех вместе» и компании BeEpic. В принципе, с 2006 года я сталкивался со многими компаниями, и я в одно время был, конечно, ярым, но это по молодости был поклонником фармакологии, что без лекарств химических людей, без химических лекарств фармакологических человек не выживет, потому что нас так учат в мединституте, потом врачи бесконечно учатся, и кажется, что кроме таблеток, химических препаратов, ничего нет, ничего человека спасти не может. Но, соответственно, мне очень было сложно общаться, до сих пор очень сложно общаться с моими коллегами. И чем опытнее доктор, тем у него мышление, вот, у него опыт, у него знания, естественно, кроме официальной медицины, официальных методов, таблеток, фармакологии, человеку помочь невозможно. Я ответственно заявляю, с некоторых пор я уже выхожу из тени официальной медицины. Я вам всем заявляю официально и ответственно заявляю, что официальная медицина ничем вам не может помочь, ни одному человеку, к сожалению. Может помочь только в одном случае, когда есть угроза жизни. Все. Больше, вот почему мы просыпаемся только тогда, когда уже все закончилось. Просто у меня своя боль, опять же, была. У меня мама умерла от рака печени. И это обнаружилось на последней стадии. Конечно, это боль, это непонятность абсолютная, почему это я, такой умный врач, и так прохлопал. Ну, было очень больно. Ничего невозможно было сделать. Но если бы она была бы жива до сегодняшнего дня, конечно, ну, видимо, так должно было быть.
И поэтому я очень рад, что появился, ну, во-первых, Академия «Успех вместе», потому что это мышление действительно, чтобы продлить свою жизнь, грамотно продлить, понять, что это надо делать сейчас, надо жить сейчас, жить при жизни, делать шаг вперед к компании BioEpic. Я убедился на клинических биохимических анализах, у людей живые истории каждый день, потому что до этого я жил только, у меня была одна половина официальной медицины, сейчас я живу на две ветви. У меня как бы двойная жизнь получается. До обеда днем я назначаю эти таблетки, потому что меня выгонят с работы, а пока мне нельзя выгоняться с работы. А после обеда я иду в офис, кстати, мы открыли офис в Якутске, и говорю людям, которым уже давно, это нельзя. Они говорят, слушай, доктор, у вас что, расщепление личности? Нет, я же там официальный. А сейчас вот я немножко не доктор. Я вам назначаю клеточное питание. А они говорят, а как, лекарства все бросать, что ли? Я говорю, нет, давайте помаленьку будем уменьшать дозы. Есть даже случаи, и их все больше, когда люди полностью отказываются от препаратов. Тот же мой отец, например. Я громко не хочу говорить, но тем не менее ему будет 80 лет в этом году, в следующем году. То есть. И он астматик с 45-летним стажем, он за 1 месяц потребления продукта, ну, естественно, полностью и утренней капсулы, и вечерней, он отказался от всех ингаляторов. А это 3 вида ингаляторов, 3 группы препаратов, гормоны, антигистаминный и бронхорасширяющий. Он на эти препараты был 40 лет. Естественно, он этого не понял сначала. Он сказал, что, оказывается, я ему без ингалятора уже. Вообще твоя медицина вся трухлявая, не может тебе старику нормальные рекомендации дать. Ну, вот сейчас он помаленьку. Но его, опять же, напугал эффект, что ему сразу помогло. И, оказывается, людей это тоже пугает, когда им сразу начинает помогать. Они перестают пить из-за того, что слишком быстро начинает помогать. Поэтому я вот в этом убедился. И во второй приезд был Богдан, вот когда... Почему сегодня тема встала, он никому не нравится, в отличие от меня. Я, кстати, говоря, выходя из тени, начал проводить вебинары благодаря Жан-Балмеру, Айшине. У меня есть мышление реально. Я уже не боюсь, в принципе. Любой мой коллега, конечно, такие крамольные вещи не стал бы говорить, учитывая, что он работает на этом официальной медицине. Это официальная медицина его кормит. И он же не будет такие вещи говорить. А я сейчас понимаю, когда во второй приезд, настолько была уверенность в компании, что час проходит, 2, а я Жан-Балме говорю, слушай, а когда это дело-то переходить будем? Люди же уже рассасываются же. Может быть, это что-нибудь поинтереснее, какую тему понять. А Жан-Балме говорит, они беспокоятся, кому надо, а тот останется. И вот те оставшиеся люди, они как раз, у них уже мышление начнет меняться, и они вначале помогут себе, а потом начнут помогать другим. Вот такая уверенность уже показала в жизни. Поэтому ждать не надо. Я с мая месяца потребляю продукт, несмотря на мой совершенно нездоровый образ жизни из-за отсутствия режима, нерегулярное питание, там все это, у меня все равно идут огромные изменения и внутри себя, и в мышлении, и настоящая истинная помощь людям, которого мне не хватало. Поэтому присоединяйтесь, дамы и господа, или товарищи, не знаю, друзья. Мужественно рассказал правду, о чем молчат доктора, потому что боятся потерять зарплату. Да. Да, ты прав. К сожалению, вот такая медицина. Боятся говорить правду, а надо говорить правду. Ну что, вы поняли, что продукт 100% эффективный? Но продукт без мышления, без образа жизни, без воды, без гимнастики, без определенных технологий не даст вам того, что дал мне. Поэтому, если вы завтра придете на тренинг сюда со своими родными, 18:00 местного, потому что завтра самолет не опоздает, то вы еще поможете кому-то. Я бы хотел, чтобы вы сделали все возможное. И сейчас я расскажу, как вы можете пригласить людей на завтра, поможете им быть здоровыми, богатыми, а Вселенная вас отблагодарит той же монетой, только в разы больше. Не скуднеет рука дающего, или
помогая людям, тебе вернется ровно столько, сколько ты сделал, только в 10 раз больше. Да будет так. Да. И вот, уважаемые коллеги, друзья, давайте с вами сейчас перейдем к финансовой части, потому что вот мы сейчас говорили про духовную, мы говорили про здоровье. Везде нужны финансы в современном мире. Вот вы с Якутии на самолете не долетите бесплатно. Ну, вас не повезут. Вы одеться тоже деньги нужны. Поэтому давайте сегодня посмотрим, как мы можем помочь внукам, детям, себе, какие сегодня есть возможности. Ну вот смотрите, есть интернет-магазин BEPIC. Интернет-магазин BEPIC, он не производит продукт, он продает продукт. Примерно понимаете, что да, я сказал? Задача магазина какая? Продавать. Он не рекламирует себя, он не производит, он продает. То есть это интернет-магазин. И вот здесь есть кошелек. И этот кошелек начисляет вам деньги за создание потребительского круга людей. И вот здесь сейчас лежит 14 тысяч долларов, это примерно 1 миллион рублей. И это доход не за месяц, это доход за несколько дней. То есть, если вы хорошо трудитесь, то в магазине у вас будут появляться хорошие деньги. А каким образом? Вот это давайте с вами сейчас обсудим. То есть магазин сам ничего не продает, а платит деньги за создание потребительской сети. Значит, вам продавать не надо, вам нужно рассказать людям о магазине, они в магазин придут, купят, и продукт придет к вам. Но если вы внимательно слушали, два человека сказали, доставка идет долго, это же напрямую с завода. Плюс какой? Что есть еще производитель. Производитель, он не интернет-магазин. Там штат ученых, производство, линии. И там производят разные продукты в области долголетия и здоровья. И эти продукты в интернете продаются, мы их покупаем, из завода к нам идут. Следовательно, нам пачка достается, когда мы покупаем 2 пачки, нам дают 10 капсул еще в подарок. Вот когда мы 2 пачки одновременно берем, почему я одну пачку не покупаю? Одну пачку купил, 10 капсул не подарили. Плюс одну пачку купил, доставка за одну пачку. Купил 2 пачки, доставка 2 пачек по доставке 1 пачки. И плюс 10 капсул в подарок. Ну, 10 дней. Я беру всегда на семью 2 пачки. Ну, то есть 70 капсул на месяц. И делю их между родными. Если родных больше, значит заказываю больше. Обходится мне недорого. Первый раз это 123 доллара, второй раз 103 доллара. То есть, если вы посчитаете, это меньше 100 рублей. Вот каждый раз заказываете, меньше 100 рублей стоит одна капсула. И такой бы продукт лежал бы в аптеках и магазинах 1030. Потому что он бы шел не с завода, а там бы работали грузчики, охранники, товароведы, налогообложение, реклама, ну все подряд. Поэтому очень удобная у нас схема интернет-магазин без посредников. Я когда покупаю, мне продукт приходит через Японию на Байкал, без посредников, я очень счастлив, посылку взял на почте и пошел домой. Да, идет она, конечно, не быстро, поэтому я заказываю каждый месяц, в начале месяца, чтобы продукт уже что? К концу месяца. Отправили. И кто еще не заказал в марте, сделайте заказ до 6 марта, до 6 утра Москвы. Вам продукт, скорее всего, уже в конце марта придет. А если вы сделаете заказ в конце марта, вот видите, поэтому делайте заказ в начале марта, в начале апреля, в начале мая каждый раз. И желательно делайте запас. Вот смотрите, я к вам полетел и заехал в домашний ресторан грузинский.
И там встретил приятеля. А он говорит, ты что, улетаешь? Я говорю, да. Он говорит, когда будешь? Я говорю, а что? Он говорит, я хотел бы продукт попробовать. И мне пришлось ему свою пачку отдать. Я достал и отдал ему свою пачку. И что произошло? Он потом, я там кушаю, сижу, заходит и говорит, а есть еще одна? Я говорю, зачем? Жена, говорит, отобрала. То есть, если бы у меня не было пачки, он бы не стал потреблять, и жена бы не стала потреблять. Я говорю, да, есть, но дома. Он говорит, а ты когда прилетишь? Я говорю, 10 марта в Иркутске. Он берет, считает, что там 30 штук, на жену делит, а я вот улетал. Он говорит, то нам хватит, и еще одну пачку по прилету. 2 пачки, они ушли. Мне продукт достался дешевле, и им, потому что мы, получается, если заказываем партию, нам же одной доставкой продукт дешевле. И я всегда заказываю как? Первый раз вы берете, вот сейчас у нас компания разрешает покупать на $123, а повторно можно заказывать на $300 разного продукта, еще больше. Вот. И я всегда заказываю вот в начале месяца по $300, и мне идет запас. Друг взял, он потребляет, его жена взяла, она потребляет. Сосед у меня на улице, я иду, Андрюха, как дела? Я видел там в интернете это, ну, ты там потребляешь, что помогает? Я говорю, да. Слушай, я хочу теще и мне. Есть 2 пачки. А если бы у меня не было, я бы не смог им помочь. Поэтому делайте всегда что? Вот люди сами по своей вине делали перерывы. Заказывали больше, был бы запас, никаких бы перерывов что? Не было. Логично я говорю? Да. Все, вы думаете заранее. И тогда у вас будет бизнес. Если у вас будет запас, вы поможете людям. Эти люди получат результат, они другим расскажут. Потом они в магазине научатся без вас заказывать, тоже с запасом, и у вас потребительская сеть выросла. То есть сначала вы делаете заказ с запасом для себя, потом они потребляют, а потом они сами также делают, когда вы их научите. И вот люди делают заказы, сеть растет, и магазин начисляет деньги. У нас 9 видов дохода за рекламу. Обо всех говорить не буду, расскажу вам о самых главных. За первый месяц вы можете заработать легко $650. За 12 месяц вы можете легко заработать $10 000. Видите, нельзя богатым стать в первый месяц. То есть нужно время. Что такое время? Это точка А и точка Б. Если вы будете телек смотреть, вы не прошли путь. Если вы будете бухать, вы не прошли путь. Если вы не будете ходить на презентации, на тренинги, вы что? Путь не прошли. Никаких $10 000 у вас не будет через год. Поэтому выбирайте, что вы хотите. И вот в этом зале есть люди, которые пришли к нам. Вот Иван 2 красных диплома. Свадьба в кредит, путешествие в кредит, машина поддержанная тоже в кредит. И через 10 лет постарел, собственной квартиры не появилось, новой машины за наличку не появилось. То есть вроде 2 красных диплома, жизнь проходит, и тут ему захотелось что-то изменить. Он пришел в академию, и его жизнь круто изменилась. Уволился с работы, купил машину жене, себе, купил квартиру, побывал более 10 стран мира, помогает людям. Теперь смотрите, Иван прошел путь от А до Б. Понятно? Да. И вот давайте пригласим сюда инженера с завода, который сегодня уже не инженер, а топ-лидер академии. Иван, расскажи, пожалуйста, коротко, в 2 словах, вот что ты делал, чтобы через год получать большие деньги?
И скажи, пожалуйста, сколько ты в ноябре во время акции заработал за месяц? Друзья, всем привет. В ноябре во время акции я заработал более 10 миллионов рублей. Делал я с самого начала все просто. Я просто хотел что-то поменять в своей жизни, было большое желание. Я попал в эту презентацию, только она была в интернете. И после этой презентации я стал разбираться в этом направлении. Стал ходить в Академию «Успех вместе», обучаться, слушать тренинги, презентации, выполнять те рекомендации, которые там дают. И вот вышел на такие вот колоссальные результаты. Вот смотрите, он заработал уже 150 тысяч долларов за месяц, а я вам показал 10 тысяч долларов. То есть преуменьшил. Но давайте я еще один ему вопрос задам. Вот 12 месяцев подряд у нас каждый день есть одна презентация, либо тренинг в Академии. Они бывают для жителей днем, утром, бывают ночью. В 2 ночи Якутии, в час, в 00 Якутии. А ты также живешь в их временном, скажем так, примерно пространстве. Вот скажи, пожалуйста, ты за 12 месяцев хоть раз пропустил хоть один живой тренинг, хоть одну презентацию или тренинг в интернете, хотя ночь и надо спать, чтобы прийти на завод? Ну, скажем так, все презентации, тренинги я посмотрел на 100%. Конечно, все онлайн смотреть невозможно, но в портале есть архив, который вам позволяет зайти и посмотреть ту презентацию, которую вы пропустили. То есть человек целый год просмотрел все встречи, наполнил себя чем? Знаниями и с теорией превратил в практику. То есть вот вам простой пример. А теперь скажи им, сколько ты зарабатывал первый месяц, второй месяц. Ну, точные цифры я вам не скажу, но первые несколько месяцев это были по несколько тысяч рублей всего лишь. То есть деньги небольшие, но эти небольшие деньги дают вам уверенность в том, что вы можете в любой момент зарабатывать большие деньги. Но для этого нужно прилагать усилия и выполнять те рекомендации, которые Андрей Петрович дает в Академии. То есть он не стал сразу зарабатывать много. У него даже не получалось и что-то не нравилось. Но он не сдался. И сегодня, конечно, Иван молодец, потому что много хорошего делает для людей, помогает людям. И вот, понимаете, это очень важно стать человеком, который развивается, и несмотря на то, что он зарабатывает такие деньги, он был в Чите, он был в городе Улан-Удэ, он прилетел в Якутск, а теперь ты куда летишь на тренинг? В Иркутск. И вы прилетаете в Иркутск, потому что там будет круто. Да. Встречаем Иван Бог. Вот так меняется жизнь людей. Теперь смотрите, вот я показал помоложе, теперь я покажу вам, скажем так, постарше. Вот у нас есть тут Долгарма, вот она, смотрите, на пенсию должна была выйти, сейчас, правда, продлили пенсионный возраст. Да. И она пришла, и что произошло? Она пришла к нам 2 года назад, 11 марта, что ли? 11 марта. И вот так вот слушала, сидела информацию, мы рассказывали, она поверила, стала потреблять продукт. На тот момент она работала, подойдите сюда, пожалуйста, вот сюда поближе. Кем вы тогда работали и сколько в сутки получали? Я работала кассиром в киоске, и зарплата дневная была 500 рублей. Если я без выходных работаю, то 15 тысяч, а так на 12 тысяч я сидела. То есть, получается, она получала 500 рублей в сутки, небольшие деньги. Она пришла вот так послушала, несмотря на то, что она старше Ивана, она
за первый месяц заработала... За первый месяц заработала 70 тысяч, даже не месяц, за 20 дней. То есть она заработала $1000. То есть она даже обогнала Ивана. Она сделала бонус жизни. Если Иван сделал бонус жизни где-то на 4-й месяц, то она это сделала за 1-й месяц. Потому что я уже 2 месяца кушала продукт, я на себе уже результаты увидела, я поняла, что продукт работает, и очень мощно я стартанула в марте, когда приехал к нам Андрей Артурович. Через 10 месяцев она купила новую квартиру стоимостью... 1 800 000. То есть это значит где-то $28 000. То есть через 10 месяцев она смогла купить за наличку за $28 000 собственную квартиру. В смысле, а жила она всю жизнь, она деревенская, скажем так, девчонка в доме. Ну, расскажите. Я всю жизнь жила я в деревянном доме, в частном секторе с печным отоплением. Но никак я не предполагала, даже и мечтать не мечтала, что я могу купить за 10 месяцев квартиру благоустроенную. Но, конечно, это для меня очень большой результат, для меня счастье. И я вот езжу по турне и рассказываю, делюсь своей радостью, что вот здесь, в нашей академии, вот есть такие возможности. И также вы при вашем старании вы можете также обновить квартиру. Вот так поменялась жизнь ее. И она также целый год делала ряд определенных действий в силу своих возможностей на земле. Так как в интернете она не бум-бум была. И постепенно она начала учиться чему? Начала учиться ведению бизнеса в интернете благодаря обучению в академии, потому что академия у нас онлайн-презентация проходит каждый день, минимум 2 раза. В последнее время 2 раза в день проходит. Я посещаю ее. И мне очень, конечно, тоже интересно. Я хочу развиваться в интернете. Возраст мой 55 лет, но в общем мне очень нравится. То есть, видите, она стала путешествовать по миру, первый раз села на самолет, первый раз побывала в 4 странах мира, первый раз купила квартиру, первый раз бросила курить. Сколько лет курили? Около 30 лет. 30 лет курили. Конечно, невероятно. Вот она уже умеет в интернете трудиться, создает заметки. А раньше она, конечно, этого никогда не умела. Все, встречаем. Завтра мы вас познакомим с Айгуль, с Элитой, с Николаем более подробно. А сейчас смотрите. Вот что бы я на вашем месте сделал. Первое. Я бы понял, что никто не сделает меня здоровым и богатым. Я сам себя сделаю. Я бы заказывал каждый месяц продукт на семью на $90 плюс доставка. Первый раз это $123, второй раз это $103. То есть это на двоих человек еще 10 капсул в подарок. Потом бы я понял, что если я приглашу человека одного, который сделает то же самое, то мне компания выплатит первый вид дохода один раз в жизни $37,5. То есть что я понял? Что существует рекламный бонус за приглашение. Если такой же человек сделает покупку, то мне заплатят $37,5. Если я приглашу одного, я 2000 заработал. Но я подумаю, если я 2 позову, значит я еще заработал 2000. А если я еще позову одного, еще 2000. Если еще одного. То есть чтобы я понял, что приглашая 4 человека, я уже заработал $150. И мне продукт вообще достался даром. Правильно? Потом я должен этим людям рассказать, что они могут так же сделать, как я, и им продукт тоже даром достанется. То есть я бы понял, что нужно рассказать вот этому и вот этому, что есть способ получить продукт вообще даром. И рассказал бы об этом.
А каким образом? Существует несколько способов. Самый лучший способ – это эффект третьего лица. Когда вы на телефоне, планшете, ноутбуке показываете подобного человека, который получил результат по продукту, по доходу, не свой, а подобного. Либо приглашаете человека в телефон, планшет, ноутбук, в телевизор. Сейчас он сидит дома, в телевизор зашел в интернет, посмотрел. Сейчас же много технологий. И он послушал. Либо вот на такую встречу у вас каждую неделю в Якутске проходит в одном месте одна встреча, куда вы приглашаете людей. То есть либо земля, либо телефон, решать вам. Также можно позвать в другие города, куда вы путешествуете. И вот эти 4, они повторят вас. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 20 человек в магазине на постоянной основе делают заказ на $90. $90 это не на одного человека, это на двоих. И еще 10 капсул в подарок. То есть, можно сказать, на 2,5. Да? И получается, люди худеют, бросают пить, курить, а вы каждый месяц уже не работая. Если вы так сделали, пожизненно, если они покупают, вы каждый месяц получаете $500. $150 вы уже не получаете, потому что они уже повторно делают. Но каждый месяц $500 вы получаете вот за такую схему. Теперь, где найти 20 человек? Вот это интересный момент. Причем 20 вам нужно найти не одному, а вам 4 надо найти. Так где же найти среди 7 миллиардов людей 4 человек? А очень просто. Существуют способы разные. И если вы найдете этих 4 человек, посмотрите, что произойдет. За первый месяц вы заработали $500, и за первый же месяц вы научили одного человека зарабатывать $500. Он тоже повторит. За второй месяц вы научили 2 человек, а тот человек, который вы в первый месяц ваш пришел, он за свой месяц еще одного научит, по $500 зарабатывает. За 3 месяца вы научите 3 человека. Тот, который пришел у вас в первый месяц, он научит 2. Кто пришел во второй месяц, он научит 1. И те также будут дублицировать. Через 4 месяца вы научите все вместе 15 человек, а через год вы научите 4000 человек, кто получает $500. Вы научили 12. За год передали им мышление, что они должны других учить. И через год вы будете получать $10 000 минимум, но на самом деле, если эта схема сработает, сумма будет примерно $500 000 в месяц. Вопрос, что не все это будут делать сразу, не все поймут, что это надо делать. Кто-то будет проверять продукт, кто-то будет ходить, ну, знаете, как вот люди иногда. Колебаться. Ну да, колебаться. Вот в этом и трудность. Не надо колебаться. То есть вы начните делать, и вы через год можете получать от $10 000, от 500 000 рублей. А при хорошем раскладе это вообще большие деньги. Теперь рассказываю, где найти 4 человека. Эврика. Ну, во-первых, у вас в окружении знакомых людей по статистике, вот по статистике знакомых и малознакомых людей и родственников, это школа, институт, это бывшие мужья. Их тоже любить надо. Иногда женщина злая и к бывшему не предлагает. А почему бы не предложить? То есть это бывшие девчонки, это одногруппники, одноклассники, сослуживцы. Это люди, с которыми вы где-то работали, верно? И вот тут интересный момент. Вы начинаете их приглашать в интернет по ссылке. Вам нужно активировать академию, настроить ее. Есть тренинги, как это сделать, и отправлять ссылку им в WhatsApp, Telegram. Заходи, слушай. Они разбираются. И 4 у вас находятся. Примерно человек 500 у вас должно быть знакомых за всю жизнь. Врачи,
массажисты, стоматологи, где-то в детский сад выходили с кем-то, где-то вы отводили ребенка в детский сад. Просто нужно не бояться открыть рот. Соседи. Теперь смотрите, нет у вас 500 человек, как будто вы один. Вы идете в клинику, вы идете в профилакторий, вы идете в какую-то больницу, и там каждые сутки примерно проходит 1000 разных человек. Вы заходите, разговариваете с людьми. Вот просто хороший человек, видите? Видите, что давление у человека, вот плачет бабушка. Или вот мама привела ребенка, ну, вы говорите, а у вас какая, о, здравствуйте, у вас какая трудность? Она начинает рассказывать, вот. И вот вы говорите, а вы знаете, что есть возможность это очень легко решить? Да. И показываете фото или ролик. Если хотите, давайте обменяемся. Я знаю много людей, кому это помогло. И каждый день идете туда. И каждый день там 1000 человек, 1000 человек, 1000 человек, 1000 человек. Просто желание. Следующий момент. Это берем косметологические разные салоны красоты, массажные центры, эти всякие ногти, педикюр, маникюр, стоматологические клиники. У них у всех на входе есть такие, как вот прием. Пришли к руководителю и ему предложение сделали. Можно я у вас размещу рекламу за деньги? Он начинает интересоваться, какую. Вы ему показываете, рассказываете. Но если хотите, я могу вам передать франшизу, и вы можете это сделать сами. И вы будете получать в своей клинике, в своем стоматологическом центре, в своем массажном салоне, в своем фитнес-центре. Размещается телевизор вот такой маленький, и люди приходят по каждую очередь, да? Там идет фоном ролик, у нас есть 7-минутный ролик, и в этом 7-минутном ролике более 100 разных историй, заболеваний, что прошло, что улучшилось. И человек пока сидит, ногти делает, вот пришла она, ногти делает, ты пока ногти эти делай, вот посмотри ролик. И положила планшет. Просто надо включать что? Да, голову. То есть нет проблем с людьми. Их не существует. Проблема в голове. Понимаете? Проблема в голове. Завтра больше здесь людей будет? Больше. Точно? Точно. Вы сможете? Да. 100%. А что ты не уверен? Потому что рабочий день. Вы сможете их зарядить? Нужно сделать так, чтобы они здесь все были. Чтобы, понимаете, ценность выросла мероприятия. Вот по земле я вам рассказал вариант. А сколько у вас фитнес-центров, а сколько у вас стоматологических всяких вот, тоже вот этих центров, сколько поликлиник, сколько профилакторий, массажных всяких вот этих, сколько людей занимаются красотой, ногти, волосы. То есть там где-то вот девчонкам делают, волосы. Сейчас, подождите, договорились с руководителем, либо с человеком, кто там делает, он разместил планшет, вот я тебе пока волосы делаю, смотри. Заинтересуйтесь еще деньгами. А вы знаете, что они будут зарабатывать больше в разы, чем они там зарплату получают? В смысле, она будет получать примерно от 1500 в месяц. Вот она волосы делает, и то количество клиентов, которые приходят, ей будет давать от $1500. Вы знаете об этом? Нет. То есть вот ровно то количество, которое приходит, может давать от $1500. И она делает, вот смотри, люди начинают пробовать, потом еще давай, еще давай. Теперь вопрос какой? Кто хотел вопрос задать? Есть вопрос? Почему склада нет? Склада нет? Потому что это интернет-магазин, и если будет склад, то продукт будет стоить 20 тысяч. Вы хотите за 20 тысяч покупать? Нет. Вы видите, вопрос отпал, да? То есть вот так вот можно легко. Хочешь за 20 тысяч откроют склад?
зарегистрируют компанию, да, сделают документы российские, откроют склады, наймут охранников, грузчиков, будешь по 20 тысяч покупать. Дай бог, чтобы этого склада не было. Это как Германия. Да. В общем, я думал, вопрос будет по этой тематике, по приглашениям. Следующий момент. Интернет. Мы каждый день проводим встречу в академии, раз. И каждый день, сейчас мы едем по городам, выступаем, проводим тренинги, обучаем людей. И вы можете легко, вот сейчас мы поедем в Иркутск, завтра Якутия. Потом у нас с вами что? Кызыл, Красноярск, Новосибирск, Москва. Вы знаете, куда мы едем. Вы заходите, запомните, Инстаграм, пишите, Якутск. Или вы заходите куда? Иркутск. Вы заходите куда? Иркутск, да? Да, да. И там надо выбрать, есть там люди. То есть здесь вот, я не знаю, на компьютере можно это выбрать. Короче, когда вы Якутск вот так пишете, там есть, в общем, на телефоне, когда вот так пишете, там есть люди лучшие, и там вот вы можете по этим заметкам найти этих людей. К нему заходите, к человеку в Якутске, просто в Инстаграм не напишешь с компьютера, а с телефона можно. Потом заходите также в контакт. Например, берем Якутск или показать все результаты. И тут он выдает группы там, ну, то есть сеть, она выдает вот здесь, видите? Смотрите, люди, новости, сообщества. И в Инстаграме так, и в Одноклассниках, и в Фейсбуке. Вам надо нажать что? Люди. И у вас вот здесь вылазит список людей, кто живет в Якутске. Видите? Поняли мысль? В смысле, вам надо так делать ВКонтакте, в Фейсбуке, в Одноклассниках и Инстаграм. У вас и писать 10, не больше, не меньше, 10 разным людям. Больше не надо, меньше не надо, больше заблокируют, меньше эффекта нет. У вас, смотрите, контакт, Facebook, Одноклассники, Инстаграм, 4 сети, 40 человек в день вы обрабатываете. За месяц вы обрабатываете 1200. За год вы обрабатываете, получается, 14 400. То есть за год вы обработали 14 тысяч человек. Уловили или нет? Да. А обработали их в разных городах. В смысле, вы сидите, у вас телефон, ноутбук, планшет. И вы заходите, вот я набрал Якутск, и вот смотрите, Мария, так это Великий Новгород. Ну, то есть, и вот тут выбираете людей, которые вам понравились. Вот Екатерина. Я на нее нажимаю и пишу сообщение. Пишу сообщение. Доброе время. Вы знаете, что сейчас идет благотворительный тур. Доброе время. Вы знаете, что сейчас идет благотворительный тур в вашем городе? То есть вам не надо присылать бизнес или еще что-либо. И вот смотрите, мы летим Иркутск, Красноярск, Новосибирск, и вам вообще просто. И вы знаете, доброе время, знаете, что сейчас мы благодарили тур в вашем городе? Будет там, например, супер тренинг. Вот так. И все. И каждый раз вы пишете 10 контакт, 10 Facebook, 10 Одноклассники, 10 Инстаграм. 40 в день. И каждый день это повторяете. Вы обрабатываете 14 400 за год людей.
По статистике из 1950 вас пошлют. Это получается 5% вам говорят. Да. Берем 14 400. 14 400. 5%, да? Угу. Надо что, умножить на 5? 720 человек скажет да. В смысле, они выйдут на контакт, они будут общаться. Добрый, вы знаете, что сейчас я говорю, в вашем городе будет супер тренинг? Вот что-то в таком духе. И люди начинают вам что? Отвечать. Да. И у меня есть люди, кто в Якутии уже, смотрите. Я провел этот тренинг вчера. И есть партнеры, которые уже это сделали. Вы поймите, просто человек ленивый. Здесь деньги-то легко заработать. Телефон легче нажимать, чем в шахте работать. Вот человек пишет: с добрым утром всем. Я Анна Куралбаева с города Ташкент, Узбекистан. Хочу поделиться с вами, что по рекомендации, на самом деле я рекомендацию давал, но Элита как бы сфокусировала ее. То есть я тренинг проводил, а Элита сказала: срочно всем так сделать. Она как лидер молодец, некоторые лидеры жопу не подняли, и людям как бы не дали мотивации. Она это сделала. И часть ее людей вот так написали. И вот я стала выполнять их рекомендации, у меня стало получаться. Вот она пишет: доброе время, вы знаете, что в вашем городе завтра будет благотворительный тур. Привет! С добрым утром, вам это интересно там? Да. И вот видите, она пишет: Якутск подключается, ура. То есть, вы начинаете вот так обрабатывать, люди приходят на тренинги в города, они видят нормальных людей, либо вы им даете ссылку в академию, они заходят в интернете. Вы им говорите: если вам интересно, давайте свяжемся с вами по WhatsApp, по Telegram, и я вам пришлю информацию. Так, друзья, это просто надо делать. Так некоторые просто ленивые слоны, они просто ничего не делают. Я вам сейчас рассказал, как можно легко на земле делать, и как можно легко делать. А теперь представьте, вот Иркутск. В Иркутске сегодня нет ни одного активного бриллианта, а в Иркутске город, Иркутская область, это вообще масштаб. В Красноярске нет ни одного бриллианта. Это масштаб. В Новосибирске нет ни одного бриллианта. Это масштаб. В смысле, если вы сейчас возьмете все и разом начнете это повторять, а если не умеете, нужно подойти к тому, кто тебя пригласил. Если он не умеет, попросить его, чтобы он тебя познакомил с тем, кто умеет. В смысле, несложно научиться. Так вот, друзья, в интернете, вы хоть уловили идею или нет? Вы что? Хотите быть богатыми? Здесь денег много. Так легко четверых найти? Да. Вот видите, четверых легко найти. Трудно С головой трудно подружиться. Четверо — это не проблема. Проблема в голове. А если нашел четверых, значит будешь получать в будущем сколько? Потому что ты их этому же научишь. Так? И вот пошло, поехало. Нужно просто делать. Сколько лет академии? 13. Нет. Мы говорим про бизнес ЖБЭПИК, академия 13 лет. А бизнес ЖБЭПИК это что? Это другой бизнес. Вот. В мире, в России более 1115 городов в России. Ну, к примеру. Что вы хотите, чтобы сразу везде был бизнес, что ли? Это ж невозможно. А в мире сколько городов? А сколько стран в мире? А теперь скажите, это хорошо или плохо, что в Красноярске нет ни одного бриллианта? Плохо. Это же классно. И не важно, сколько лет академии или БЭПИК. Важно, что там никто не делал бизнес. Значит, там
А вообще в Якутии есть бриллиант? Нет. Вот видите? Открытое поле. Вот видите, открытое поле. То есть, друзья, вы должны просто начать делать действия. Здесь денег много. Вопрос делайте, и деньги что? Придут. Придут. Правильно? Завтра для вас мы проведем шикарный тренинг, поделимся информацией очень такой полезной. Завтра вы познакомитесь еще с нашими топ-лидерами, с Айгуль, с Аэлидой, с Николаем. Завтра вы увидите новые знания. Поэтому я на вашем месте бы в интернете бы звал вот так. А вы в интернете знаете, что сделаете? Завтра давайте прямо сейчас заходите и приглашайте всех якутов. Не хотят якуты звать, вы позовите. Вот самое классное решение какое? Не хотят якуты помочь якутам, помогите за якутов. Классная идея? Но вы не отдавайте свое золото. Вы не отдавайте свою нефтяную скважину. Сами это сделайте. Сами помогите якутам. Поэтому сегодня у нас прошел феноменальный тренинг. Завтра будет еще лучше. Всем рекомендую сделать заказы до завтра и пригласить много родственников и друзей. С вами была команда «Успех вместе» и ваш друг Андрей Шаура. Вы самые лучшие, и у вас будут большие возможности, будут большие деньги. До встречи в Академии «Успех вместе». Молодцы! А кто не с вами, тот против себя. Интернет. Я вам дал подсказку. Мы едем в турне по городам. 7 стран мира, более 30 городов.